Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 138. Што называецца па гарачых слядах, на працягу сутак раскрыта 76, 14 з ліку здзейсненых раней. Затрымана 18 подозренных особ. Сегодня ночью в дежурную часть Брестского УВДТ поступило сообщение о том, что в 2:39 на перегоне 637 километре Ясель-Допинск смертельно травмирован поездом с сообщением Гомель-Брест неустановленный мужчина. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что данным гражданином является житель Российской Федерации, который 3 августа приехал на территорию Пинского района к своим друзьям. Отмечали они свадьбу. После этого сегодня ночью, около часа ночью, он вышел из дома в неизвестном направлении. Мужчина сидел на рельсах. По предварительной информации, машинист его заметил. Были поданы звуковые сигналы, но, к сожалению, мужчина не реагировал. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения данного несчастного случая. За мінулыя выхадныя зарэгістравана 3 дорожно-транспортныя здарэнні. Один человек загинул, 7 атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием жителя города Коплина, который при выполнении маневра обгона попутного транспортного средства выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение. В результате ДТП погибла женщина-пассажир, и в результате удара данная женщина оказалась в багажнике автомобиля. Супрацоўнікі брэсцкай мытні выявили 145 административных правопорушений на мяжы. В 10 случаях граждане пытались ввести на территорию Евразийского экономического союза некурительное табачное изделие на свай, которое запрещено к обороту на территории Республики Беларусь. В 35 случаях граждане пытались переместить через границу алкогольные напитки и пиво в объеме, превышающем норму беспошлинного ввоза. Из незаконного оборота изъято свыше 200 литров алкогольных напитков и пива. На территории Евразийского экономического союза допускается беспошлинный ввоз 3 литров алкогольных напитков и пива на одно физическое лицо, достигшее 18 лет, от 3 до 5 литров с уплатой таможенных платежей. Ввоз свыше 5 литров алкогольных напитков и пива на одно физическое лицо запрещен. 3 пожары зарегистрировали супрацоўнікі МНС. Пошкоджено 2 побудовы, 1 трактор и 2 причепы до его. В деревне Великое Село Барановичского района пожар произошел в хозяйственном строении, принадлежность которого устанавливается. Огнем повреждена часть кровли, пострадавших в результате происшествия нет. В деревне Осовцы Кобринского района пожар произошел в жилом доме, принадлежащем женщине 1968 года рождения. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Причина пожара устанавливается. В деревне Озерница Лунинецкого района произошел пожар в перевозившем тюкованную солому тракторе МТЗ 2011 года выпуска, принадлежащем сельхозпредприятию. В результате происшествия огнем уничтожено 6 тонн тюкованной соломы, повреждены 2 прицепа. За выходные дни на территории в области у воде загинули 3 человеки. Один из них – 5-гадовы хлопчик, який адпачываў разом с батьками на вяслярном канале у Бресте.